Здравствуйте, уважаемые ученики нашей школы. С 23 ноября неделя начальных классов. В связи с этим я поздравляю учителей и учеников. Желаю всем здоровья и успехов в учебе. Ребята, помните, ваше здоровье в ваших руках. Если вы будете соблюдать правила здорового образа жизни, болезни вас будут обходить стороной. Для закрепления и повторения знаний предлагаю вам кроссворды. Решение кроссвордов развивает память и трудолюбие. Само слово «кроссворд» от английского языка означает пересечение слов. Кроссворд – это головоломка, представляющая собой переплетение рядов клеточек, которые заполняются словами по заданным вопросам. Правильно ответив на вопросы, можете заполнять пустые клеточки. Вопросы кроссворда по математике. Первый вопрос. Фигура, образованная тремя отрезками. Второй вопрос. Делимое делитель частное. Третий вопрос. Прямоугольник, у которого все стороны равны. Четвертый вопрос. Равенство, значение которой надо найти. Пятый вопрос. Множитель произведения. Шестой вопрос. Единица измерения длины. Седьмой вопрос. Сумма длины всех сторон фигуры. Восьмой вопрос. Внутренняя часть плоской фигуры. Девятый вопрос. Четырехугольник, у которого противоположные стороны равны. Десятый вопрос. Фигура, ограниченная окружностью. Слова кроссворда по русскому языку. Первый вопрос. Общая часть родственных слов. Второй вопрос. Слова, близкие по смыслу. Третий вопрос. Стоит после корня, служит для образования новых слов. Четвертый вопрос. Выражает законченную мысль. Пятый вопрос. Высказывание из нескольких предложений. Шестой вопрос. Обозначает, что говорится о подлежащем. Седьмой вопрос. Обозначает, о ком или о чем говорится в предложении. Восьмой вопрос. Слова, противоположные по смыслу. Девятый вопрос. Стоит перед корнем, служит для образования новых слов. Десятый вопрос. Изменяемая часть слова служит для связи слов. Вопросы кроссворда по чтению. Первый вопрос. Русский поэт, драматург, прозаик. Второй вопрос. Литературное повествовательное произведение. Третий вопрос. Разговор двух или нескольких лиц. Четвертый вопрос. Текст, который построен гармонично, ритмично. Пятый вопрос. Автор Скрипицкий. Произведение. Шестой вопрос. Произведение о вымышленных лицах. Седьмой вопрос. Автор Есенин. Стихотворение. Восьмой вопрос. Автор Виталий Бианки. Произведение. Девятый вопрос. Автор Соколов Никитов. Произведение. Десятый вопрос. Речь одного лица к слушателям. Правильно ответив на вопросы, можете заполнять пустые клетки. Успехов вам! Спасибо за внимание. До свидания.